Никифоров — это фамилия отца, а Келлер — это фамилия матери. Пробовался везде. На танцы, кройка, шитья. Потом мы еще и радио там открыли. Это новое что-то. Дима, мы хотим тебя попробовать ведущим нового дня. Я Так. бухгалтер с отличием. Все равно творчество всегда присутствовало в моей жизни. На прослушивание прослушался, спел. И мне в этот же день она перезвонила, говорит, мы берем? Ну, это, наверное, хорошо. Когда есть человек, который тебя приземляет, потому что творческие люди, они такие, маленечко есть улетевшие, да? Дмитрий Никифоров Келлер родился в городе Алекминске в семье заведующей детского сада и милиционера. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, но образование получил по специальности бухучет, анализ и аудит. Год проработал по профессии и ушел в авиационное агентство, в котором за 9 лет построил карьеру от кассира до руководителя. Все это время любительски занимался пением, участвуя в мероприятиях и вокальных конкурсах. В 2018 году круто изменил жизнь, сделав хобби своей профессией. Для этого Дмитрию пришлось вновь стать студентом. Он получил образование вокалиста-педагога, окончив класс заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Валентины Колодезниковой Высшей школы музыки. Женат, отец 2 детей. Привет, Дмитрий. Привет. Слушай, как приятно тебя видеть. Здорово, что нашел время. Мне тоже очень приятно Да. здесь находиться. Давай поговорим. Давай. Никифоров Келлер. Фамилия такая, как будто бы специально придуманная для того, чтобы стать большой звездой. Приятно, конечно. Но Расскажи, пожалуйста, как долго думал? на самом деле все прозаично. Не так все, как думается. Все очень просто. Никифоров — это фамилия отца, а Келлер — это фамилия матери. Просто Келлер — это фамилия, естественно, деда моего. Он эстонец. И 16-летним подростком он притворился 18-летним, еще тогда в Казахстане они жили, и пошел на золотые рудники на прииски Валдан. Из Казахстана. Из Казахстана. Собирали вот людей на золотые прииски Валдан, и вот он туда записался, приехал, его отправили вообще в Заполярье, в Верхнеянский район. Так. Поселок Янск. Был такой, не знаю сейчас, есть ли он или нет, но мне кажется, есть деревушка. И вот он очень долгое время там проработал, работал плотником, построил дом, выписал себе жену с Новосибирска. Вот как по-советски это раньше было, потому что выезжать-то, как бы с Заполярья в то время было очень трудно. Не наездишься. Да, не наездишься. Сегодня тоже не просто. Вот, бабушка приехала к нему, они поженились, вот там родилась моя мама, ее сестра, в общем-то, все дети. И потом там, к сожалению, был большой потоп, и они вот прямо взяли все, что смогли, вот самое необходимое взять, и уехали. Им выдали квартиры, выдавали по всей республике. А бабушка ожидала там чего-то, там, Якутск, столица. Но дедушка почему-то остановился на Алекминске. Ему очень понравилась природа, сам Алекминск. Но И он вот там был хотя бы до этого? Нет. В детстве, получается, ты был Никифоров? В детстве я был Никифоров. Я поменял фамилию, когда мне было 25 лет. Да. А как раз в это время ты уже петь начинал или еще не начинал? Начинал уже в Алекминске. Я тогда жил в Алекминске еще. Вообще, вся моя творческая жизнь Давай. началась Рассказывай. со школы, конечно же, да? Пробовался везде. На танцы, кройка, шитья. Потом у меня большая страсть была все-таки музыка. И меня взяли на фортепиано. Вот так я и закончил. Вот с того времени у меня и началось, понеслось это все дело. Потом в Алекминске была очень хороший режиссер, женщина Елена Анатольевна Бельчусова. Она создала такой театр. Сначала кружок это был,
а потом это превратилось в народный театр, получили звание. И вот мы, я с класса, наверное, 8-9 уже был вот в составе этой труппы, и вся общественная жизнь города Алекминска, все постановки, там, театрализации и так далее было на нас. Потом мы еще и радио там открыли. Но радио это было, конечно, вообще. Мы первый эфир проводили в каком-то полуразрушенном здании под телевышкой, Ничего выходили в эфир. Но было очень интересно на самом деле. Собирали всю эту аппаратуру из-под палки. Можно, там, я свой компьютер притащил старенький, запустили его как-то, что-то там провода подкрутили, заработал. Работает, да и ладно. И вот так и радио запустили. Проработал тоже в радио там до отъезда в Якутск года 2. Было очень интересно, приезжали гости, интервью. Это же, на самом деле, это новое что-то. А я вот для нового всегда открыт, мне все время интересно, Нравится что всё. как же это, вот как же это так будет. На самом деле на телевидении здесь, вот на НВК, я точно так же попал. Мне позвонила Алена, говорит, ну, продюсер на то время «Нового дня», и говорит: Дима, мы хотим тебя попробовать ведущим «Нового дня». Понравилось на самом деле. Проработал я 2 года ведущим, но так как я в то время ушел с офисной работы в творческую вот стезю, в филармонию перешел, Подожди, это какой год уже? это уже 2018 год. Ну, вот не Да. так давно. Да, в 2018 году я перешел в филармонию, но с тем условием, что я буду поступать и получать высшее образование музыкальное. И я поступил, и совмещать вот учебу, утренние эфиры и еще репетиции филармонии, это было сложновато. Я какое-то время поработал тоже ведущим НВК, ну и думаю, Ну, нужно. какое-то время, по-моему, 2 года. Ну, 2 года. А, какое-то время, говорит, Ну, да. это не 2 много. года, во сколько? В 4 утра просыпаться или в 5? Ну, где-то в 5, да. В 6 же уже эфир. Но я так привык, что я так организовал свой график, что ложился рано, просыпался тоже рано, шел на тренировку, бегал до Хсуни, там до 6 часов уже приходил, бегал, где-то час там занимался, приезжал сюда, и у нас эфир начинался, если не ошибаюсь, в часов 8, где-то вот так, ну, именно эфир русского дня. И доброе утро, вернее. И ну, как-то вот так нормально я 2 года вот так отработал. Образование у нас? Высшая школа музыки. Нет, это второе. А первое? А первое — Бухучет. бухучет, анализ, аудит с отличием. Я Так. бухгалтер с отличием. Сначала бухгалтером, экономистом, расчетчиком в заповеднике Алекминском, а потом вот как-то вот я перешел в авиационное агентство, и там от самых низов, от кассира, последней там категории, я уже добрался до замгенерального директора. Все равно творчество всегда присутствовало в моей жизни. И это вот накатом было прямо вот как снежный ком. Вот он рос, и в какой-то момент я такой понял, ну, сижу, думаю, и что? А что дальше? На самом деле. Вот я вот, ну вот хорошо, зам генерального директора, а что дальше? Ну что, министр транспорта? Ну, это вряд ли, то есть конечно. надо было к чему-то стремиться. Да, хотелось стремиться, амбиции, молодость и так далее, да, ну и плюс еще вот эта творческая жилка. И все. И тут, в 17-м году, я иду на презентацию симфонического хора филармонии. Так. Слушаю потрясающе вообще просто вот это хоровое пение, оркестр, там все, прям я вообще вот так сидел, смотрел, затаив дыхание, и смотрю, стоит Анциферов. А он-то в то время же тоже работал в... Сисадмин он, по-моему. Да, сисадмином в природоохране. А он... А я тоже хочу. У меня такая мысль была в голове. Как ты сюда попал? Я тоже хочу. Там полгода где-то прошло, месяца 4, наверное, и вот это все у меня внутри, все вот так бурлило, анализ шел жесткий, борьба с собой. На прослушивание прослушался, спел, и мне в этот же день она перезвонила, говорит, мы берем, все замечательно. С тем же Леней Анциферовым в 2018 году поступаем в высшую школу музыки. Класс преподавателя, заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Колодезниковой Валентины Ивановны. И понеслась. 5 лет учебы. Но она пронеслась, конечно. Вот так жух! И как будто бы, а что, мы уже заканчиваем, что ли?
А вот такие вот решения в семье обсуждаются, или это только твое решение, и твое... Конечно, обсуждается. потребность. Обязательно. Не было всего вот этого, если бы меня бы не поддержала супруга Да. Ольга. Это был серьезный разговор. Говорю: Оль, ну вот так и так. Я Ты выходила выложил. замуж за главного бухгалтера, да, потенциального, с хорошей карьерой. Ну, А теперь я хочу... Да, и я выложил все свои мысли, весь свой анализ, вот, который накопился у меня. Я говорю: вот так и так. Хочется дальше вот развиваться и развиваться именно в творческой сфере. И она так: хочешь? Хочу очень сильно. Иди. Ну, это, наверное, хорошо, когда есть человек, который тебя приземляет, потому что творческие люди, они такие: маленечко есть улетевшие, да? Ну, где-то в облаках, там что-то придумали. Где-то маленечко, где-то не очень Да, маленечко. да. Не, ну, на самом деле, мы же придумываем, у нас Конечно. идеи растут, все, у нас амбиции, все. А какие-то нюансы, ну, не учитываем. Нюансы — это потом. Семейная у нас традиция очень прекрасная — ездить каждый год на родину, в Алекминск. Я их вожу обязательно, детей. У Оли, к сожалению, не всегда получается из-за работы, да, там графики отпусков и так далее. А вот с детьми обязательно. Я везу их в Алекминск, прям каждый год ездим туда, и там вожу по лесам, огородам, приучаю к домашнему быту, ну, чтобы они знали что-то. Это вот такая традиция у нас. Ездить, знакомить с родиной, можно так сказать, да, с родственниками, с своими друзьями, со своей той жизнью, которая у меня была до Якутска. Вот так, вот такая традиция. Чем дети интересуются? В первую очередь, конечно, когда родился первенец Назар, ну, вообще, все дети у меня будут ходить в музыкальную школу. Почему? Потому что, ну, я сам выучился в музыкальной школе, и я знаю, на себе проверено, что это развивает очень хорошо. Это даже если человек не пойдет по жизни, по музыке, все равно это ему пригодится. Дети, которые учатся в музыкальной школе, которые не учатся в музыкальной, ну, то есть не занимаются творчеством, да, они совершенно другие вообще. У них мышление другое, оно какое-то на уровне какого-то стихотворения, можно сказать, такое поэзия. Они такие рассуждают, анализируют. А почему этот цветочек так цветет? А почему все время травка так красиво зеленеет? Вот так именно с такими эпитетами все это добавляется. Не просто трава зеленеет, а почему она так красиво зеленеет? Ну, то есть как-то вот я замечал по своим племянникам, по детям своих друзей. И поэтому они у меня идут. Один уже учится старше на баяне. На баяне? На баяне. Это сам Назар? выбрал. Да, сам выбрал. Пришли мы прослушиваться. Было прослушивание инструментов. Говорит: я хочу на баяне. Там был педагог, который так очень красиво и классно сыграл на баяне. Говорит: я хочу на баяне. Возможно, в будущем у нас будет дуэт, он будет играть, я буду петь. Почему нет? Почему нет? А у вас еще какой-то есть инструмент, наверное, да? Ну Или да, сам я подрастает? играю. Да, иногда занимаюсь на фортепиано, вспоминаю, да, свои навыки. Ну а младший еще пока растет, подумаем, куда его. Но очень любит петь этот человек. Да? Да, Никита у нас все время поет, заливается вообще просто. Сейчас у нас военные песни. К юбилею Великой Победы. Все у нас все военное абсолютно. А мама поет у вас? Музыкальная она вообще, Нет. Ольга? Нет. Вот она не музыкальная, но ее творчество проявляется в том, что она больше как к рукоделию. Вот если мне дадут рецепт какой-нибудь, приготовить что-то, вот я приготовлю его, но это будет не то, что на картинке, это будет ожидание, реальность абсолютная. А у нее получается с первого раза. Я говорю: ты как это делаешь? Я вообще ничего понять не могу. Вот она берет рецепт там с картинками, и у нее то же самое получается. Я говорю: как так? Я не могу понять, как это можно. Но это тоже талант своего рода, правильно ведь? Конечно. Ну вот, и там, не знаю, вязать, ей покажут вязать, она вяжет. Не, покажи вязать, я свяжу. У нее своя вообще, да? своя вот такая, творческая тоже стезя. женская, можно сказать, рукоделие. Отлично. А вот ты сейчас бас или баритон все-таки?
Баритон. Баритон. Вообще я учился как баритон. Мгм. Но у меня такой крепкий баритон, который может и осилить низкие ноты, не свойственные для баритона. Ну, конечно, там какие-то очень-очень низкие ноты я уже не смогу взять. А так, да, помогаю иногда в хоре басам. Тоже Ну пою вот, с ними. да, как будто бы немножко. А Леонид Анциферов, он дозрел до баса, я так Он поняла, бас, да? да, он бас. Да. Он у нас Хотя уже бас. мы поступали в высшую школу Оба музыки. баритоны были. Нет, я поступал как бас, а он поступал как баритон. Да ладно. И да, и мы репертуар выбрали такой, что я пою басовые там произведения, а он поет баритональные. И наш педагог сидел, и Валентина Ивановна такая... Интересно так, бас поет баритональные партии, она же слышит уже какой голос, Да. а баритон басовый, интересненько. Вот так и, ну, тоже там определение голоса — это тоже своего рода такая задачка для педагога, потому что это очень важная задача, потому что как определит педагог голос ученика, так он его и поведет. Ну, во-первых, природа Или голоса просто наша... не звучит. Ну, не звучит. Да, грубо говоря, не звучит. Вот если, например, меццо-сопрано, они там низкие ноты, да, берут, и наполненность, у них такая бархатистость, да, в голосе, то сопрано как бы не старалась вот своим голосом брать вот эти низкие ноты, вот добавить эту бархатистость. Искусственно это можно добавить, но это будет звучать искусственно. На что еще хватает времени? На спорт. На спорт, ну, в прекрасной физической форме. Ну, спасибо. Чем занимаешься? Все в порядке, спасибо, зарядки, да, как говорится. Я думаю, тут не одна зарядка, не просто Ну, зарядка. я хожу в зал, это стабильно. Я хожу в зал, как приехал в Якутск, так и хожу, в общем-то. Какой-то период жизни, вот как раз когда я работал в НВК, до и во время НВК я бегал. Очень активно, причем бегал. Ну, не участвовал в марафонах каких-то там, еще что-то, просто для себя. Очень много бегал, практически ежедневно. А сейчас уже как-то я вот в зале проявляю свою активность. Это железки, вот эти все тренажеры. Естественно, через день там тренировка, вот так. Растяжка, йога. Слушай, ну это требует дисциплины ведь. Ну да, определенная дисциплина, конечно. Но к этому привыкаешь. Привычка уже. Уже привычка. Я уже очень рано встаю, всегда. Выходной, не выходной, всегда рано встаю. Я встаю, ну, 6:30 в 6 встаю уже и готовы. И сразу же на тренировку. Потому что если я не потренируюсь с утра, уже день нужно будет разбивать, ну, выделять время для тренировки. А без тренировки уже невозможно. Вот не потренируюсь, все, ну, прямо вот энергии нету, как-то вот ватой себя ощущаешь какой-то. А после тренировки, такой... То есть смотри, вот дисциплинированность — это как личностное качество. Можно сказать, что оно отражает личность Дмитрия Никифорова Келлера? Наверное, можно сказать, да. А какие еще качества дополняют этот портрет? Ну, не люблю опаздывать. Пунктуальность. Пунктуальность, да. Я прямо... Если я опаздываю, у меня все внутри трясется. Вот, я опаздываю. Нет, нельзя. Я лучше приеду заранее, спокойно, посижу, подожду. Но буду спокоен внутри уже. Что еще? Очень люблю посмеяться, ржать. Что мы делаем в хоре? Мы постоянно ржем. С друзьями своими собираемся, постоянно веселимся, можно так сказать. Когда человек пунктуальный, когда человек дисциплинированный, он, как правило, очень раздражается на людей непунктуальных и недисциплинированных. Как это коррелируется с возможностью работать в таком большом творческом коллективе, как хор филармонии? Ну, на самом деле, хор — это же не кружок. Конечно, Хор это работа, филармонии — это не кружок, это профессиональная. работа. И у нас есть определенные обязанности. Если у нас репетиция начинается в 10, то мы обязаны быть без 15-10 на работе, потому что идет распевка. Обязательно перед репетицией нужно распеться. И, ну, практически все приходят прям дисциплинированно Все к распевке. дисциплинированы? Да, все приходят. Ну, бывают, конечно, случаи, опаздывают, всякие бывают в жизни ситуации. Там такси, может, за кем-то не приехало, машина сломалась, автобус задержался, еще что-то. Но, в общем-то, все вот к распевке приезжают. Так. Ну то есть ничего не раздражает.
Ну, нет. В хоре, я думаю, что нет. А вот когда ты ответственен за какое-нибудь мероприятие, ты, наверное, меня поймешь. Да. И когда кто-то опаздывает, и тебе нужно держать свое лицо как бы адекватного человека, да? И ты ходишь вот так. Где он? Правда ведь? Ты просто Слушай, ну когда ты держишь лицо адекватного человека, это не выглядит как адекватный человек, знаешь? Крупный план его показали, когда он это показывал. Ну, действительно, это же... просто... Ну, почему нельзя быть более пунктуальным? Почему? Но я заметил, что это наши личные переживания в основном, потому что все по большей части проходит хорошо. Все успевают, все приходят, все нормально. В общем-то, это мы сами себе нагоняем. Ну так это я и говорю, что это же ахиллесова пята Да, именно пунктуальных да, людей. да. Они начинают раздражаться. Да, Там... нетерпеливых абсолютно. Я вообще нетерпеливый человек. Не люблю ждать. Ну, то есть ждать вот в очереди не люблю сидеть. Вообще просто для меня Потеря времени, поликлиники. да? Да. Я сразу думаю, время. О, Господи, время. Я сразу о времени только думаю, что это потраченное время. Бог с ними, с этими деньгами, там еще с чем-то. Время самое главное. Невосполняемый ресурс нашей жизни. А все остальное восполняемо, в общем-то. Правда ведь? Ну, я так мыслю. Вот так. И в это время я бы мог сделать и вот это, и вот это, и вот это. Вот так. Сразу мысли такие. А скажи, пожалуйста, а поешь ты вообще всегда-всегда, или это для тебя такая рабочая история и рабочий процесс? Ну, подвываю всегда. А подвываю всегда. А что подвываешь? Все подряд. Вообще абсолютно песню услышал по радио, там в машине. И она еще прилипла, где-то на да? стримах каких-то. Все прилипло. Сейчас я ехал, мне прилипло «Город влюбленных». Просто услышал где-то там мельком, да. Есть на далекой планете город влюбленных людей. И все, до свидания. Все, вот час до этого, час я мычал ее. А есть какая-то любимая песня, которая вот ты поешь в определенном каком-то состоянии? Ну, такой песни нету, наверное, все-таки. Есть песни под настроение, и то этих песен очень много, и они вот прямо всплывают, потому что по много наслушанности в жизни, много песен слышал. Благодаря родителям вот у нас была потрясающая фонотека из винила. И вот на этом виниле я слушал все. От классики до Аллы Пугачевой. Вообще все. А чья это была фонотека, больше папина или мамина? Мамина. Мамина. Больше мамина была. И там все было вообще абсолютно. Классика, Высоцкий, Клавдия Шульженко, вот эти все мастодонты, и наши, и не наши, вокальные. И я заслушался просто. Все это я прослушал. До сих пор у меня это есть фонотека, она дома стоит. Этот же проигрыватель моего детства стоит же дома, и тоже так я детям включаю. Сказки эти потрясающие, правда ведь? Сейчас такого нету. Вообще. А какие сказки? Какие музыкальные были сказки, роскошные. Вообще, как они читали, там не просто прочитка, там игра идет такая. Конечно, ну там такие актеры всё это Конечно. озвучивали. А как Клавдия Шульженко поет? Она же не поет, она играет. Она же вообще синенький скромный платочек. И ты прямо видишь этот платок, и все это состояние, и все ты вот прямо весь в песне вот так. Потрясающе просто, потрясающе. Слушай, ну ты такую очень интересную вещь сказал по поводу того, что песня приходит под настроение. Вот сейчас у тебя какое настроение, какая песня пришла, это я к чему? К тому, что вот с тобой хотелось бы закончить не просто пожеланиями телезрителям, а какой-то песней, которая отражает твое настроение. Последнее время, вот не данный момент даже, да, а вообще в последние дни у меня в голове почему-то играет песня «В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и крылатые качели начинают свой разбег». Вот эти крылатые качели потрясающие. Почему? Потому что она написана большими талантливыми композитором. Это просто потрясающе. Если вот так вдуматься с анализом музыкальным в эту песню, она просто шикарная, невероятная. И вот эти
если вот ее внимательно послушать, там идет такой ритм, вот так, да, вот такой перелив музыкальный идет, и там в этот перелив как будто бы не в ритм начинает петь солистка. Она такое ощущение, как будто она раньше начинает петь и заканчивает. А вот это создает ощущение вот этих качелей. Вот они вот так Как будто бы звук качаются, немножко догоняет, да, если вот это движение. послушать вот с этой мыслью, то вот это какой-то... И это вперед прямо дает, движение вперед тебя несет вот эта песня. И вот то, что дает музыке образ. Да, да. Да, такая визуальная составляющая. Конечно. К любой песне нужно подходить немножко с анализом. Это, конечно, когда я не был профессионалом, у меня не было образования, я просто слушал песни. И они мне или нравились, или не нравились. Сейчас же уже подходишь к песне и к произведению музыкальному с анализом. И думаешь, а что, вот как мы анализировали стихотворение в школе, вот точно так же и музыканты анализируют произведение. Не просто даже с точки зрения там главная партия, побочная партия, еще что-то, кода, да, реприза, а с точки зрения, что хотел сказать композитор и вот этот автор вот этих слов, и что он хотел народу дать, что он хотел объяснить людям в этой песне. Слушай, ну это такие немножко какие-то ретро-ценности, да, то, что называется да. классика. Потому что, вот, допустим, если мы говорим про современную музыку, про современное звучание, про электронную музыку, да, то там, наверное, как-то по-другому это все считывается. Ну, как возможно. ты относишься к современной музыке? Достаточно положительно. Есть прекрасные певцы, прекрасная музыка есть. Конечно, не вся. Ну, в общем-то, знаете, в советское время были так себе песенки, да, некоторые. Побольше, конечно, был процент хороших песен. Просто сейчас процент хороших песен поуменьшился, но тем не менее осталось. У меня есть друг в Москве, который закончил институт имени Шнитке, музыкального критика. И он мне объяснял очень долго, писал курсовую о том, что любой жанр, который сейчас музыкально существует, там ответвлений же куча в попсе там, и так далее, вообще в эстраде в общем, что и каждый жанр имеет право на жизнь. Вот так. Я такой задумался, а действительно, а почему нет? Кому-то нравится, кому-то нет. Зачем кому-то навязывать что-то? Ну и прекрасно. Пусть в этом многообразии каждый выбирает то, что ему близко. Конечно. Может быть, даже самая простая песенка какая-нибудь, там будет с простыми словами, с простой мелодией, но это человека тронет и пробудит в нем какие-то высокие, хорошие, добрые чувства. Это уже хорошо, правда ведь? Да, конечно, это замечательно. Вот. И хочется продолжить замечательными словами, потому что традиционно мы заканчиваем пожеланиями нашим телезрителям. Что я могу пожелать? Камера первая. Я хочу пожелать вам, дорогие телезрители, чтобы в вашей жизни было много музыки, много творчества, много прекрасного и замечательного, наверное, чтобы было много ярких и незабываемых впечатлений. Вот так. Я тебе тоже желаю ярких, незабываемых впечатлений. И Спасибо. приходи к нам еще. Обязательно.